Добрый вечер, дорогие друзья. Это «Вечерняя Тула». С вами ее ведущий Буян Салчак. И сегодня у нас очень интересный гость. Это Артыш Ховалых, молодой предприниматель и интересная личность просто. Мы хотим о нем узнать чуть-чуть побольше. Давайте сразу к вам перейдем. Мне интересно вообще, вот кто вы? Расскажите, пожалуйста, о себе, кратко, в 2 словах. Хорошо, всем добрый вечер, меня зовут Артыш. Я молодой предприниматель. Для меня очень сложный вопрос, когда люди задают, чем ты занимаешься. Ну, я занимаюсь бизнесом, разные направления, в 4 разных направлениях работаю. Вот. То есть вы сначала не самая основная, а это вот про салон я узнал, да, получается? Да, у нас кабинет лазерной эпиляции. Возможно, в Казали это новое, многие люди не знают, но моя задача это рассказать людям, чтобы каждый человек об этом знал, что такое вот эпиляция лазерная. Вот лазерная эпиляция, это вот просто сдирать волосы или как это называется? Лазерная эпиляция я именно не под знаю кожу, вообще. она именно воздействует лазером. Ну, если по-простому объяснить, это именно луковиц лазером прижигают. Это Да. не больно? Не больно. Ну, надеюсь, вы мне скидку сделаете. Да, в общем, обязательно сделаем. Вы, получается, выиграли грант. Да, это все за счет гранта, поддержки, государственной поддержки молодых предпринимателей. Я раньше оформлен как самозанятый был, сейчас уже как и оформился, потому что я вижу, уже рост идет. А вы сами умеете, гранту. как бы, возить? У нас есть мастера, которые работают, выполняют работу. А сами не... Я как администратор рекламу делаю. Вы сами просто вот щипалкой вот так вот, да? Ну, конечно, я тоже в салон хожу, девчонки помогают, но у нас и есть мужские мастера, которые выполняют, тоже помогают. Вот это вот там усики, везде, да, то есть. везде, то есть, обычно клиенты приходят, сами выбирают. Вот. Помимо салона, я узнал, что вы проводите некие закрытые вечеринки. Да, вот закрытые интересно. вечеринки. Но вообще вечеринки мы в городе проводим с 2019 года. И раз в квартал это стараемся проводить обязательно, не раз в месяц. Почему? Потому что в основном у нас люди, которые приходят в гости, это люди, занятые люди, это публичные люди. Мы стараемся хотя бы раз в квартал люди отдыхали. А вот закрытые вечеринки, это вот как? Ну, то есть вот просто вот там 20 человек или там 100, и никого не впускают, да, строго по списку? Да, строго по списку, дресс-код. То есть в чем суть именно закрытой вечеринки? Это есть определенный формат, который мы соблюдаем. Это этикет, это дресс-код и, соответственно, программа. Почему мы проводим, да, почему мы хотим именно провести закрытые вечеринки? Это вот исходя, да, это любое дело, чем я занимаюсь, это моя проблема. Я хочу, допустим, отдохнуть, сходить просто в клуб, расслабиться, да. Это не получается. Поэтому я начал думать, а почему бы нет? У меня же вокруг меня столько людей, друзья, почему бы нам не объединиться и устроить такую вечеринку? А у вас сейчас в команде сколько вообще человек, которые занимаются? Пока нас 3. 3? Да. Но со мной 4, получается. Звукарь там, не знаю? Нет, 2 ведущих, девушка, которая занимается декором, и я. Я в основном беру чисто организационные моменты. Может быть, какие-то у вас казусы были на вечеринках? Может, у вас есть какая-то история про это? Давайте самое что мы последний раз проводили, это у нас вечеринка черно-белая. То есть все одеваются либо по белому, либо по черному. Да. А на Новый год еще мы проводили тематику красные, черные, белые. Мы даже устраивали батл. Гости приходят, они не знают всю программу, потому что только организаторы знают. Они приходят, кто-то одевается, если девушки, то одевают, допустим, красное платье. Мы их разделили по группам и даже устраивали батл. То есть вы красных обделили туда, белых туда. И которые вот никого не знали, такие... И там люди все, да, и там люди просто друг друга даже не знают. В основном, как мы любим ходить на вечеринки, да, либо какие-то праздники, мы же стараемся кого-то взять, да. А именно суть закрытой вечеринки – это вот прийти,
знакомиться и отдохнуть. Помимо этого всего, мне стало интересно, я посмотрел вашу страницу. Вы, получается, еще и свой блог ведете. Да, это больше, наверное... У вас просто все, вот и закрытые вечеринки, эпиляция, там, и еще одна работа, которую, наверное, вы не хотите это говорить. сетевая компания, Очень много да, всего. это парфюмерия. Ну, я себя вот именно по работе, если взять, то я подбираю ароматы людям. О, Это тоже интересно. Ничего Ну, себе. вообще по специальности я психолог, экономист и психолог. Вот как раз аромастилистика – это тоже психология. То есть вот парфюм вы просто такой не нюхаете, а как называется? послушать аромат. Да, слушать звук. Вот это интересный вот русский язык, когда вот запахи слушают, еще какие-то там интересные глаголы бывают. Да, почему слушать? Потому что ароматы же ноты. То есть мы же говорим о нотах, поэтому послушать аромат. Вот как романтично это Да. звучит. А вот вообще парфюмерия это как? То есть вот вы получаете, вы не создаете, да? Вы Нет, просто я не создаю, я подбираю аромат. оцениваете. Но не то, что оценивать, допустим, люди приходят, в основном это молодые девушки, да, и они говорят, я не знаю себе подобрать аромат, вы мне подберите, какой мне больше всего. Я думал, вы как вот знаете, там в Москве, в торговых центрах, где вот такие вот штучки дают, вот понюхайте, вам понравится. Ну, это реклама, это маркетинг, это тоже работает. А как вы вот оцениваете, вот, допустим, вот приходит вот уверенная женщина, вот мне вот недавно говорили, что у меня парфюм очень такой жесткий, и говорят, что парфюм жесткий только для для таких, которые Да. уверены, там что такое. Но я не то, чтобы я уверен, да. Не Нет, знаю. это действительно так и есть. У нас же это все подсознание отвечает. Мы же не говорим, да, допустим, я сегодня пойду там, куплю себе арбуз и съем, да. То есть мы же не знаем, это же у нас подсознание, я хочу это. И то же самое ароматы, мы ароматы послушали, нравится, и мы не отвечаем. То есть это у нас подсознание отвечает. А как вот, допустим, вот там девушка какая-то приходит, вот как вы ее оцениваете, чтобы дать ей такой аромат? В основном По одежде, я спрашиваю, человек чем занимается сразу. Да, потому что у нас же в основном, если я работаю, значит, я больше время на работе провожу. И в том числе вы, да, если вы работаете, вы с людьми работаете, соответственно, вам больше такой, легкий аромат, спокойный, да, спокойный аромат. Чтобы не раздражать всех, как я сейчас раздражаю всех. А есть такие люди, допустим, вот врачи, да, им вообще вот сами такие спокойные водяные ароматы. Да. Потому что пациенты, клиенты и так далее. А артистам или ярким творческим людям это больше такие именно шлейфовые ароматы, что после них потом осталось еще какое-то впечатление. Да, это Эдуард Ундар, да? Да. Вот. И потом мы слушаем ароматы, узнаем человека, и где-то через год встречаемся, думаю, знакомый аромат, где же я его слышал? Вы еще и психолог, да, получается? Да, я по специальности психолог, я параллельно работаю в том интернате. Тоже вот для меня это, как первый опыт, именно работа с пожилыми людьми. Работа интересная, но сложная, потому что люди уже взрослые, люди уже осознанные люди. Мы не можем их перевоспитать, но наша задача только помочь им, если у них есть проблема. В семье, либо такие. То есть вы разговариваете с ними? Да, у нас это общение, наблюдение в основном. Это интересно. Ну и поддержка. А как у вас время хватает на вот это, на то? Это... Время всегда есть. Вообще психолог, это вот у вас, не знаю, это основная, да, у вас работа? Основная работа, да. Это с 9 до 6 или как там у вас? С 9 до 6, но сейчас, так как у нас в интернате закрытый режим, мы 14 дней проводим в интернате, работаем, а все остальное время мы дистанционно работаем. Это интересно. А вот вы, не знаю, не совмещаете ли вы работу, допустим, там, когда приходите вот, в дом интернет-психологом, сразу говорите, вам, не знаю, подходят такие духи, да, типа? Нет, я вот, не знаю, это, наверное, хорошая черта, я бы всем порекомендовал переключаться. Если, допустим, вы
на работе, ну, если у вас на работе был негатив, то вы же не будете домой это все таскать. Вы же сразу переключаетесь, Ну дома да. все забываете, о работе там и так далее. И у меня тоже так же. То есть, если я на работу прихожу, вот психолог, основную работу, то я сразу все забываю, что у меня на работе, допустим, в салоне какие-то проблемы, я об этом даже не думаю. Стараюсь все забыть, а как только выйти с работы, и все начинается, всё, да, уже все, мне надо туда. А какой вы человек, когда вот не работаете, ну то есть когда отдыхаете? Просто я вас представляю, просто день, конечно, да. Вот это что-то типа такого, да, у вас? Нет, такого нет. Вы все еще приходите домой как на работу? Или как? Ну, я дома все равно что-то делаю, допустим, снимаю, ну, вот, допустим, если я снял ролик на работе, либо, ну, друзья попросили снять какие-то ролики, видеоролики рекламные, я домой прихожу, делаю монтаж там. О, и у вас получается еще и Ну, свой это блог? хобби, да, я даже за это даже деньги не беру, а я просто помогаю, потому что мне это нравится. Сколько у вас сейчас подписчиков? Подписчиков у меня мало, ну, около 7 тысяч. Ну, В основном 7 000. это все мои знакомые люди. У меня там Я не всего лишь. афиширую особо, не показываю никому. Ну, последний раз только я проводил, ну, это друзья попросили сделать гиф, ну, обучающий гиф. То есть я набрал людей, соответственно, это было платно, но эти деньги ушли всем подписчикам. То есть я даже себе не взял, а подписчикам раздавали. А спонсорам я давал обучение, как снять ну, короткометражные ролики. На 15 О, это секунд. хорошо. Кстати, я вспомнил, вы же мне рассказывали, что еще, не знаю, еще со школьных времен у вас творческий вот такой талант, да, был? Да. Сейчас в 9 классе. В 9 классе я снял колобок на тувинском языке. Колобок? Да. Нет, не Ну, сняли, а нарисовали же, да, по-моему? Да, нарисовал, но это все анимационное было. И я даже попросил родителей там озвучку, чтобы папу перевел, мама, сестру попросил, и сам я как в роли колобка. Это прикольно. Да. Это было 2007 год, в то время даже интернета, по-моему, не было. Участвовал в Дерсу-Зала, и, по-моему, там лауреат второй степени, по-моему, получил, я уже В забыл. каких-то программах, да, в компьютере? Да, Просто я да. не знаю, я вот просто вот из мультиков помню, что в 2005 году я вот рисовал на каждом листке вот так вот по одному, и вот так прокручивал. Для меня это был мультик. Это тоже талант. Это уже анимационно более так, ну, так. Но в основном мне помогали, учителя показывали. Просто я люблю технику. И вот почему я сейчас люблю снимать ролики, фотографировать. Там везде все фотографирую. Мне даже иногда друзья говорят, да ты уже нам... Сфотай меня. Да, Ты ж фотограф там. Давай. Я Еще говорю, давай нарисуешь тебя меня сфоткай, и давай подберешь тебя мне еще сфоткай. запад, да. Там все, и еще Да. христиан психология. Ну, люди от этого тоже иногда встают. Хорошо. Вообще, какие у вас теперь планы в будущем? Вот что, вот вы там, не знаю, столько сфер, и какие еще сферы планируете, или что у вас вообще в планах? Но в планах я вот сейчас, сегодня даже мы буквально будем обсуждать по поводу нового проекта. Это туризм по Туве. Девчонками, которые работали в турфирмах, также которые остались без работы. То есть моя задача привлечь и создать команду и запустить свой проект по Туве. Вот. Ну, если что, напоминаю, что у нас есть «Покоряй Туву» travel-шоу 16 апреля на ТВ-24. Смотрите обязательно. Смотрели, да? Да, я смотрел. Ну, вот супер. Люди знают. Значит, не зря делаем. Хорошо. И помимо этого, то есть этот проект, это видеопроект или просто как... Это, ну, не видеопроект, это просто туризм. Люди будут отдыхать. То есть вы собираете... Ну, вот видите, здесь... как турагентство, то есть, да? Да, как турагентство. Просто я сам очень часто, ну, как часто, стараюсь тоже раз в квартал куда-нибудь съездить, отдохнуть. И сейчас, так как граница закрыта, я не могу, да, никуда съездить. И сейчас думаю, а почему бы ну, сейчас уже, да, сейчас уже открываешь, самому. Уже можно уже поехать куда угодно. И это получается, ты работаешь и одновременно отдыхаешь. Вот так мы и делаем на «Покоряй Туву». Так, помимо этого, я хотел спросить,
Вот мне, кстати, стало интересно, вы, не знаю, вот свои планы в телефоне как вот расписываете? Мне вот самому тоже это интересно. Вот, не знаю, у вас, может, в заметках или в какое-то специальное приложение, где вот все прям расписано вот так вот, там, в 9 часов там туда, в 12 часов так и так далее? Но это обычно, как я делаю, это заранее, бумажки пишу, в блокнотике, А потом в такие телефоне ставите? у меня записи, то есть важные встречи, допустим, там 9 часов туда надо, чтобы, напоминание было. А то бывает же, что раз встретился с человеком, с товарищем, который там 2 года или 3 года не виделся, и ты вот раз начал общаться, и время так быстро летит, что мы даже, опаздываем. Да. И вот раз приходит уведомление, напоминает. Я просто видел, что у вас там уже звонки пошли, видимо, уже кто-то торопит. И теперь давайте вот перед завершением расскажите, пожалуйста, про что-нибудь мотивационное вот для наших зрителей, которые вот посмотрят на вас, тоже захотят чего-нибудь такого. Вот они, не знаю, там работают, допустим, где-нибудь там с 9 до 6, и они вот просто вот унылом, там, в буднях и так далее. Вот может что-нибудь мотивационное, чтобы открывались? Я бы посоветовал молодым ребятам, которые есть уже работа, никогда не торопитесь увольняться. Основная работа, где вы сейчас работаете, это и есть фундамент. Вы просто возьмитесь и займитесь еще параллельно чем-то, потому что у вас времени хватает. У вас же не так, как раньше было, вот наших бабушек, дедушек, да, там 9 там, детей, да, чтобы каждого воспитать. А у нас в семье как 2, там, 3 там, и так далее. Вот, поэтому у вас всегда есть время, параллельно занимайтесь, чем вам нравится. Если у вас там получится, можете спокойно уйти. А самое главное в работе – это эффективность. А эффективность, когда мы предприниматели, да, эффективность это выявляется, эффективность выявляется именно в виде денежного эквивалента. Увидимся через неделю. Всем до скорого. You and I shoot from